27 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,90 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,51 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,90-77 до 10,96 сомони, 1 евро от 11,51-31 до 11,77 сомони, 1 российский рубль от 0,1435 до 0,1465 сомони. Мировые цены на нефтяные фьючерсы в понедельник утром несколько уменьшаются в рамках общего снижения котировок на финансовых рынках, что может говорить о настроениях бегства от риска. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки Brent составила $82.52 за баррель, марки ВТЕ $76.10 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром незначительно снижается примерно до $1815 за тройскую унцию. При этом на прошлой неделе драгоценный металл потерял более 1,2% стоимости на фоне ожидания вокруг более жесткой политики Федеральной резервной системы США. Импорт практически всех товаров и продукции первой необходимости в Таджикистане в январе наступившего года заметно сократился. Так, по данным статведомства страны, импорт муки в первом месяце текущего года составил всего 2,7 тысячи тонн на сумму $865 тысяч, что по сравнению с январем 2022 года на 24,7% меньше по весу и на 10,6% меньше по стоимости. Ввоз пшеницы составил 66,2 тысячи тонн на сумму $20,6 миллионов, что на 18% меньше по весу и на 12,7% по стоимости. Кроме того, в республику в предыдущем месяце поступило 55,5 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму $45,2 миллиона. Объем импорта нефтепродуктов по весу снизился на 2,1%, а по стоимости, наоборот, вырос на 0,7%. Последнее объясняется январским ростом мировых цен на нефть. Более существенно, на 16,8% сократился импорт химической продукции, к которой относится в том числе фармацевтика и удобрения. Исключением среди социально значимых товаров являются продукты животного происхождения, поставки которых увеличились на 26%. По данным антимонопольного ведомства, Таджикистан импортирует 9 наименований социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию. Специалисты утверждают, что сокращение объема товаров и продукции на рынке неименуемо приводит к росту цен на них. Одной из главных причин снижения поставок считается повышение цен производителей. Доходы частных операторов связи Таджикистана в 2022 году составил около 3 миллиардов 630 миллионов сомони, что на 14,9% больше показателя 2021 года. Об этом сообщает агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан. Доходы национального оператора связи Таджиктелеком, ГУП почты Тоджик и структурных подразделений службы связи при правительстве страны составило всего около 197 миллионов сомони. Это на 17,2% больше по сравнению с 2021 годом. Совокупный объем доходов операторов связи страны в минувшем году составил свыше 3,7 миллиардов сомони с ростом на 15,1%. Численность пользователей интернета на 1 января этого года составила в Таджикистане 3,8 миллионов, а абонентов мобильной связи свыше 6,5 миллионов, из которых около 6,4 миллионов абонентов считаются активными. Таджикистан в январе 2023 года получил гуманитарную помощь на сумму более $2,6 миллиона. Об этом сообщает статведомство страны. Это почти в 12 раз меньше по сравнению со стоимостью помощи, предоставленной республике в январе прошлого года. Тогда было это около $34 миллионов. Гуманитарная помощь в январе текущего года поступила из 19 стран мира, тогда как в этом же месяце прошлого года республике оказали помощь 26 стран мира. Более 43% в общем объеме гуманитарной помощи в январе нынешнего года поступила помощь из Китая, около 16% из США и свыше 15% из Турции. Главными же донорами в январе прошлого года также являлись Китай 56% и США 38%.